1952 год. В августе на базе учебного комбината Казпромсовета основался Алматинский техникум промышленной кооперации. Учебное заведение имеет богатую историю и свои традиции. Сегодня колледж является одним из ведущих учебных заведений технического и профессионального образования Республики Казахстан. Со дня основания техникума было открыто дневное отделение по специальностям: кожевенное производство, бухгалтерское отделение и холодная обработка металлов резанием. В 1956 году в техникуме организовано вечернее и заочное отделение, как филиал Семипалатинского техникума легкой промышленности по специальностям: технология швейного производства, технология обувного производства, а также столярно-мебельное производство и металлообработка. В 1958 году на базе техникума организованы швейные мастерские. В 1961 году образовательное учреждение переименовано на Техникум легкой промышленности при Министерстве высшего и среднего специального образования Казахской ССР. В 1962 году образовательное учреждение было расположено в здании по улице Шагабутдинова, номер 148, а также в здании школы киномехаников по улице Красина, номер 38. С февраля 1964 года по сей день техникум находится по улице Сатпаева, номер 86. В течение этого времени в образовательную программу добавили следующие специальности: хлопко-прядельное производство, технология меховых и овчинно-шубных изделий, технология трикотажного производства, электроаппаратура бытового назначения, а также химчистка и крашение одежды. В 1966 году открылись специальности: планово-экономическое отделение и техники электрики. В 1968 году учебное заведение переименовано как Алматинский технологический техникум легкой промышленности и бытового обслуживания. В 1974 году создалась первая специальная группа для учащихся с особыми образовательными потребностями, а именно слабослышащих технолог-плановик. В этом же учебном году открылась специальность фототехника. В 1976 году открылась специальность художественно-костюмерное отделение. В техникуме постоянно организовывались встречи с известными художниками-постановщиками и режиссерами театра и кино нашей страны, а также Государственного академического Большого театра города Москвы, МХАТа, а также киностудии Мосфильм. Наши выпускники до сих пор успешно трудятся в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая, а также в других театрах как в республике, так и за ее пределами. В 1977 году открылась новая специальность – ремонт и наладка текстильного оборудования. В 1978 году закончилось строительство пристройки к зданию техникума и передана в эксплуатацию. В 1979 году открылась новая специальность – парикмахерское искусство и декоративная косметика, которая продолжает свое существование по сей день. В 1990 году открылась специальность «Технология отделочного производства». На базе техникума было создано Республиканское учебно-методическое объединение. На основании приказа Министерства образования Республики Казахстан номер 312 от 11 декабря 1995 года техникум переименован в Алматинский колледж сервиса. В 1997 году открылась новая специальность – организация обслуживания гостиничных хозяйств и туристских комплексов. В 1998 году открылась специальность «Социальная работа» по квалификации «Социальный работник» и «Юрист». В 2008 году открылась новая специальность «Вычислительная техника и программное обеспечение».
На основании открытия данной специальности по постановлению Акимата города Алматы Государственно-коммунальное казенное предприятие Алматинский колледж сервиса переименовано в Государственное коммунальное казенное предприятие Алматинский государственный колледж сервиса и технологий Управления образования города Алматы. Учащиеся нашего колледжа вошли в топ-100 студентов 2020 и 2021 года Республики Казахстан. Удостоены бронзовой медалью Елбасы медали. С самого начала своего создания наш колледж был нацелен на удовлетворение потребностей высококвалифицированных кадров с широким кругозором и творческим началом, умеющих сочетать теорию и практику, а также применять полученные знания в конкретных делах. В техникуме серьезные знания спецпредметов опирались на глубокую общеобразовательную базу. Поэтому Алматинскому государственному колледжу сервиса и технологий, как старейшему заслуженно уважаемому колледжу, сохранившему направление по сервису и технологиям, необходимо и в будущем выступать лидером на рынке образовательных услуг. Прошлое, настоящее и будущее связаны между собой памятью поколений. Эта связь помогает человечеству развиваться, сохранять культуру народа и духовные ценности. Связь между поколениями очень важна для культурной, исторической, а также нравственной преемственности. Не случайно говорят, что не зная прошлого, не построишь и будущего. Связь между поколениями существовала всегда, и она будет существовать вечно. Без этой связи человек не может перенять опыт потомков и построить новую жизнь, учитывая ошибки и успехи своих предшественников. Эта неизбежная красная нить, связующая поколения, позволяет сохранить традиции, уникальные принципы, неповторимые черты не только колледжа, но и народа в целом. Во все времена знания и опыт передавались от старшего поколения к младшему, от прошлого к настоящему. В противном случае человечество утратит память о своих корнях, перестанет уважать и чтить старшее поколение. Оно рискует просто прекратить свое существование. Если в обществе существует связь между поколениями, то оно обладает нравственным здоровьем и дееспособностью. Таким образом, главной целью колледжа является воспитание активно-гражданской позиции подрастающего поколения в духе патриотов страны, с высокими моральными качествами, социальной ответственности и лидерскими навыками.